Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире первый летний выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. Первый месяц лета порадовал нас солнечной погодой и насыщенными мероприятиями, и мы спешим поделиться ими с вами. Первый день лета курсанты головного колледжа приняли участие в праздничной программе «Город мастеров», посвященной Дню защиты детей. На центральной площади Ижевска с детьми и молодежью мы провели просветительскую работу, пообщались и повеселились. В Ульяновске 1 июня курсанты колледжа торжественно встретили паром памяти. Вместе с военнослужащими инженерных войск они возложили цветы к памятнику морякам и юнгам флота, защищавшим морские и речные рубежи с 1941 по 1945 год. Со 2 по 5 июня представительницы колледжа из Ижевска посетили Петербургский международный экономический форум. Курсанты колледжа помогали обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль на площадках форума и проводили плановые дезинфекции помещений. 5 июня группа активных и бесстрашных курсантов колледжа совершила самостоятельный прыжок с парашютом в Пирогово. А сделать это вместе с родителями было вдвойне круче. Молодцы, не останавливайтесь на достигнутом. 11 июня курсанты Ульяновской области встретились и пообщались с писателем и журналистом Козловым Анатолием Юрьевичем. Беседа получилась очень интересной и познавательной. 15 июня небольшой, но дружной командой мы приняли участие в благотворительной донорской акции. Хотелось бы отметить, что сотрудники, курсанты колледжа и добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС уже не впервые выступают в качестве доноров. 22 июня курсанты колледжа, добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС приняли участие в уроке мужества Государственного совета Удмуртской республики, посвященному Дню памяти и скорби. По традиции мы возложили корзину с цветами к монументу трудовой и боевой славы, а курсанты Республики Марий-Эл в этот день зажгли свечи в ночной тишине в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. 25 июня сводная группировка курсантов колледжа, добровольцев Удмуртского регионального отделения ВСКС оказывает помощь жителям в ликвидации последствий наводнения в городе Ялта. С первого дня наши добровольцы начали работать в усиленном режиме. Фронт работы обширный, тем более, что борьба со стихией продолжается. Все поставленные задачи нашими курсантами выполняются оперативно. Мы желаем вам сил и терпения, вы справитесь. Дорогие курсанты, ателье «Форма арта» трудится для нас в полную силу. Для девушек продолжает действовать предложение дополнительной повседневной формы в виде форменного сарафана. Он разработан специально для вас на повседневную носку вместо брючной повседневной формы всех специальностей. Помимо этого, специально для нас с вами был разработан легкий бомбер с логотипом и девизом колледжа для повседневной носки. Он легко может заменить ветровку летом или теплую кофту зимой. Также напоминаем всем, что если вы хотите приобрести в личное пользование фирменный комбинезон ВСКС, то обращайтесь в ателье «Форма арта». Размеры уже в наличии. А воспользовавшись промокодом, который вы видите на экране, в подарок при заказе вы получите именные нашивки на форму. Промокод действует до 1 августа. Все подробности в описании видео. 23 июня головной колледж принял участие в профилактической акции «Время жить», приуроченной к Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. Приятным сюрпризом для участников стал показ комедийного фильма «Круэлла». В последние выходные дни месяца наши барабанщики совершили небольшой тур со своими яркими выступлениями. Они открывали акцию «Хочу в армию» и приняли участие в праздничном концерте города Агрыз. Так насыщенно прошло празднование Дня молодежи. По доброй традиции курсанты филиала из города Ульяновск посетили приют для бездомных животных «Подарок судьбы». Это был насыщенный день, курсанты оказали гуманитарную и хозяйственную помощь на благо питомцам и сотрудникам. Так держать! На сегодняшний день на побережьях Черного моря, санаториях и детских оздоровительных лагерях работают матросами-спасателями курсанты с Ижевска, Йошкар-Олы и Ульяновска. В их обязанности входит не только обеспечение безопасности, но и профилактическая работа с отдыхающими, хозяйственные работы и уборка на территории пляжа.
Курсанты-добровольцы Ульяновского регионального отделения ВСКС на протяжении нескольких недель помогали восстанавливать поселок Дальний после крупного пожара Иркутской области. Каждый из них ехал не за наградой, а чтобы помочь и обзавестись новыми навыками и опытом. Благодарим вас! В Йошкар-Оле курсанты познакомились с творчеством российского поэта Булата Акуджавы. На такой душевной ноте подошли к завершению заключительные занятия по литературе в этом семестре. В историческом городе Санкт-Петербург клуб барабанщиц Ульяна принял участие в параде барабанщиков в рамках празднования Дня России и в открытии чемпионата Европы по футболу УЕФА. Выступления были эффектными и блестящими. Вы большие умницы, так держать! Хочется напомнить, что это вторая поездка нашего коллектива в город на Неве. Участвуя в параде барабанщиков в 2019 году, курсанты стали обладателями сертификата Книги рекордов России и рекорда Гиннесса. Неделю участвуют во всех самых значимых мероприятиях города Ульяновска и городов Поволжья, участники Каннского фестиваля, рекордсмены Guinness World Records. И номер один без фонограммы впервые на параде барабанщиков. В Республике Мариэл прошло заключительное мероприятие молодежного проекта «Памяти предков великих будем достойны». В течение 4 месяцев курсанты колледжа участвовали в различных мероприятиях и стали лучшими. Поздравляем! Вы в очередной раз доказываете, что где мы, там победа! Каждый месяц курсанты Головного колледжа и Ульяновской области отправляются на стажировку в Центральный спасательный отряд ВСКС в Москву. Ежедневно добровольцы совершенствуют свои профессиональные навыки в спасательном деле, несут боевые дежурства и познают профессию изнутри. Это лето будет плодотворным. Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы» побывал и в Ульяновской области. Курсанты колледжа не остались в стороне и стали частью этого события. Они оказывали помощь в организации мероприятия. В Головном колледже и наших филиалах в Ульяновске и Йошкар-Оле прошли защиты выпускных квалификационных работ по специальностям «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях». Заключительным этапом стало торжественное вручение дипломов. Мы еще раз поздравляем вас! Живите в радость, будьте лучшими людьми и уважайте свой выбор. И помните, где вы, там победа! Всем еще раз здравствуйте! Я считаю, что выпуск 2021 года является одним из самых сильных выпусков. Каждый из нас нашел свое призвание, свой путь, по которому будет идти дальше. И я очень горжусь, что мне выпала честь быть на практике и учиться именно вместе с вами. Я уверен, что наши дороги не расходятся, и мы будем также поддерживать связь и после выпуска. Вот и настал долгожданный день. Сегодня вы получаете дипломы о среднем профессиональном образовании. Выпускники 2021 года. От всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником. Сегодня выпускаются одни из лучших людей колледжа. Они показали себя достойно, когда спасали город Тулун. Кстати, награждены государственными наградами 11 человек. После этого работали в Красноярском крае, тушили пожар. После этого опять же работали в Красноярском крае, сажали деревья. Каждый курсант посадил по 1000 деревьев. Представляете? Молодцы ребята. Ну а также Орленок, Артек, Айпетри, несение службы у нас на городском пляже и так далее. В жизни всегда есть место подвигу. И вот эти курсанты, выпускники, это достойный выпуск нашего колледжа. Это одни из лучших. Мы гордимся ими. Они наши звездочки. Счастья и удачи вам. Послушал вас, вспомнил свои годы. Ровно 25 лет назад, 26 июня, я получил первый свой диплом в профессиональном среднем образовании. Тоже у меня было написано «Техник пожарной безопасности». Это было в городе Екатеринбурге. Поэтому все, что в дальнейшем будет связано, все зависит только от вас. Поэтому я желаю вам успехов, дерзайте, вы молодые, все у вас впереди. Спасибо. В этом учебном заведении наши дети не только учились и получали специальность, но и прежде всего росли достойными гражданами своей страны. Им прививались такие качества, как ответственность, дисциплинированность и взаимовыручка. Окончание колледжа – это знаменательное событие для каждого из нас.
Казалось, самое интересное только начинается, но вот уже пришла пора уходить. Хотелось бы выразить огромную благодарность преподавателям за ваш профессионализм, труд, терпение. Вы дали нам не только знания, но и немного своего жизненного опыта. Дорогие зрители, напоминаем вам, что приемная комиссия колледжа государственной и муниципальной службы работает в плановом режиме с понедельника по субботу. Всю подробную информацию вы найдете в наших социальных сетях. На такой позитивной ноте наш выпуск новостей подошел к своему завершению. А с вами была я, Докучаева Екатерина. Хорошего настроения и до новых встреч!